Предновогодние дни – самое долгожданное время для многих людей, независимо от их возраста. Предпраздничная суета, покупка подарков, разработка сценария, составление меню – все это создает атмосферу праздника еще задолго до 31 числа. Хорошо отметить Новый год желают все. Хочется и детей порадовать, и гостей пригласить, и подарками всех близких щедро одарить. Но начиная процесс подготовки к самому радостному празднику в году, многие понимают, что воплотить желаемое им не по карману. Настроение, можно сказать, нормальное, бодрое. Единственное то, что все дорого на базаре. Маленькие пенсии. На пенсию не позволишь купить себе ничего. Мне только пенсия ушла только на лекарства. Его даже не хватает. Сейчас занял у сына деньги на услуги. Вот как раз собирается платить услуги. Но это мизер зарплата. 1000 лет, что такое пенсия. Все ушли вот на лекарства. Если верить, если не верить, все ушли на лекарства. Очень тяжело сейчас, в данный момент. Маленькие зарплаты, трудно подарки выбрать, потому что и цены высокие, и пытаешься сделать приятно, но приходится маленькие подарочки делать. А поездки какие-то не планируете за границу? Нет, не планируем из-за финансов. Хочу с детьми, с семьей праздновать. Хороший Новый год, что было тут. Новый год тоже, что нормально, ведь целый год было. А куда-то поездки будете? Нет, дома. Когда я после неудачи охоты за стульями, Бендер смотрел грустно через окно, а Филиппов сидел посреди комнаты и спрашивает: «Скажите, Бендер, вы кого-нибудь любили?» Говорит: «Да, люблю деньги и страдаю от их недостатка». Как бы иронично ни звучала цитата из фильма «12 стульев», смысл ее вполне применим для нашего общества. Люди деньги любят, они в них нуждаются, особенно в праздничные дни. Как бы ни желал человек праздника, без наличия достойного заработка и пенсии невозможно создать такую атмосферу, какую хотелось бы. Совершая покупки, люди понимают это, и их предновогоднее настроение только ухудшается.